Сегодня покажу традиционный калмыцкий чай, как его варят. Для того, чтобы приготовить калмыцкий чай, естественно, нам нужно взять емкость, кастрюлю, нальем обязательно туда воду, потому что у калмыков принято на огонь ставить уже кастрюлю, наполненную водой. Ну, этого объема достаточно для, наверное, для 4-5 человек в семье. Традиционно у нас, конечно, для приготовления чая это молоко, соль, заварка, лавровый лист, мускатный орех. И сегодня мы приготовим хурсенце с жареной мукой и с бараньими шкварками. Как говорила моя Эджа, хар усы буцалгдым бише, что переводится просто воду, которая кипит на огне, нужно обязательно подсолить на глаз. Вообще я хочу сказать, что рецепт калмыцкого чая у хозяйки свой. То есть вы будете ходить в разные дома и пробовать чай на вкус, он будет совершенно разный. Каждая хозяйка варит калмыцкий чай по-своему. Самый настоящий калмыцкий чай, конечно же, варится из прессованного калмыцкого чая. Все целебные свойства калмыцкого чая именно в этих прутиках. Собирают листочки верхние и нижние для того, чтобы придать калмыцкому чаю именно вот этот терпкий вкус. И хочу сказать, что полезных свойств в этом чае намного больше, чем в обычной заварке. Наши бабушки, конечно, готовили калмыцкий чай именно из такого бруска, потому что разломать его просто очень сложно. Его надо, наверное, топором или пилой распиливать, потому что до такой степени прессуется. Вообще, на сегодняшний день этот чай в основном делает на заказ. Мы бросаем заварку и добавим немножко черного байхового чая, для того, чтобы придать более... Обязательно нужно, чтобы вода с заваркой покипела. Вообще, раньше моя Эджа варила калмыцкий чай, сразу она бросала соль, заварку и уходила коров доить. То есть бывало так, что пока одну корову она подоит, там 2-3 коровы стоят у нее в стойле, да, и половина кастрюли у нее чая просто выкипала. А все это делалось не просто так, для того, чтобы именно придать вот именно этому чаю крепость. Мы видим, что у нас уже чай хорошо закипел. Обязательно нужно будет накрыть крышку и добиться того эффекта, чтобы действительно вода окрасилась в темный цвет. Да, она настоялась немножко. Немножко добавим огонь и как раз сам процесс заливаем молоко. Цвет чая должен быть, напоминать, наверное, цвет крема. Кремовый, светло-коричневый. И я еще раз повторюсь, что каждая хозяйка готовит чай по своему рецепту. То есть рецепт один, но вкус будет совершенно разный. То есть нужно добиться того момента, именно той консистенции, когда не долил и не перелил, чтобы не было такого, чтобы было все в равных количествах. Мы чай крутим по часовой стрелке. Все у нас у калмыков делается по часовой стрелке. И 99 раз нужно будет именно калмыцкий чай обогащать кислородом. Чем больше мы обогатим кислородом, тем лучше будут его вкусовые качества. Да, и, конечно, камера не может передать все ароматы, которые исходят именно от этого чая. В некоторых случаях, например, организм хорошо не усваивает молоко, а именно с добавлением заварки и соли организм усваивает именно вот этот напиток намного лучше. У некоторых, например, бывает аллергия на молоко, а именно вот в калмыцком чае, я думаю, что этот напиток будет целебнее. Вообще о целебных свойствах калмыцкого чая говорить можно много. Например, беременным женщинам и мамам, родившим детей, да, во время кормления ребенка обязательно нужно давать свежесваренный калмыцкий чай для увеличения лактации. Также здесь содержится масса витаминов: калий, магний, йод. В мороз калмыцкий чай согревает организм человека, в жару, например, утоляет жажду. Особенно целебные свойства, все, наверное, знают легенду, когда тибетский монах Цанкапа, лама Цанкапа,
приболел, и он обратился к лекарям, которые ему прописали в течение 7 дней выпивать пиалу горячего свежесваренного калмыцкого чая утром натощак. И как вы думаете, через 7 дней лама Цанхапа исцелился. И после этого калмыцкий чай дали название джамба. После того, как мы добились такого цвета, обязательно нужно будет положить масло. Лавровый лист и мускатный орех. Я думаю, достаточно. Сегодня мы приготовили традиционный калмыцкий чай, но мы не ищем легких способов. Сегодня я покажу вам еще курсанца с обжаренной мукой и с бараньими шкварками. Вообще, богатство калмыка заключалось в том, какой чай у него находился. То есть, если он был жирный, сытым, и вообще можно приготовить калмыцкий чай и с бараньими ребрышками. То есть, варите бараньи ребрышки, вытаскиваете, и на этом шулюне, на бульоне, добавляете молоко, сахар, соль, заварку и варите на этом бульоне калмыцкий чай. То есть, получается, и мясо поел, и выпил чая. 2 в 1. Свежесваренный калмыцкий чай обязательно нужно процедить, потому что попадаются вот эти именно веточки чая. Мы же варим из настоящего калмыцкого прессованного чая, и как бы некоторым гостям было бы, например, неприятно, если попадаются вот именно вот эти веточки, именно грубые. И, конечно же, пиалу со свежесваренным калмыцким чаем обязательно нужно поставить дэджи. Калмыки у нас всегда, когда ставят дэджи, они произносят калмыцкий юрель. Это благопожелание для всех. Уда утнас наслджи, зухавурджи, көктенгурдору кюрстагазердere, цук мана халмык таңчты бәхи улыс амулынг менде сәнсәхи бәхитім цук би бурхтасы би сурджана. Сковородку ставим на огонь, засыпаем муку. Добавляем немного огонь, чтобы немножко побыстрее. Муку нужно обжарить до золотистого цвета, обязательно, чтобы она не сгорела и не была вот именно сырая. Да, для того, чтобы она не подгорела у нас мука, обязательно нужно непрерывно помешивать. Раньше, когда у калмыков не было сливочного масла, в основном они в чай клали бараний жир. То есть, чем сытнее и жирнее был калмыцкий чай, тем его хозяева были богаче. И вообще, когда не было молока у калмыков, я хочу сказать, что кипятили воду вместе с заваркой и добавляли просто муку. Еджи моя, когда была в Сибири, в ссылке она вот говорила, что когда не было молока, они добавляли в чай прожаренную муку. Так как калмыки, они кочевой народ, и целый день нужно было насытить свой организм именно на весь день, чтобы не замерзнуть, обязательно они пили калмыцкий чай, чтобы был жирный, чтобы жирность его была намного выше. Конечно, в обычной жизни мы не пьем такой жирный чай, у кого-то может быть проблемы с желудком, сахарный диабет, какие-то различные заболевания. Вот люди, они не добавляют много масла, не используют жирные сливки. Все, мы видим, как у нас мука приобретает золотистый цвет. Обязательно нужно будет, чтобы не подгорело. Муку добавляют для того, чтобы калмыцкий чай стал намного сытнее, мне кажется, стал гуще, наверное, питательнее. Ну все, мои друзья, у нас уже мука подзолотилась. Нужно будет добиться такого эффекта, чтобы не сгорела наша мука, именно имела такой вот нежно-кремовый золотистый цвет.
тоже еще одно приготовление калмыцкого чая, именно с бараньими шкварками. Внутренний бараний жир семджин нужно будет нарезать на мелкие кусочки и отправить обязательно на раскаленную сковороду обжариться. Эджима я всегда любила шурмык таца. Утром, как сварит она чай калмыцкий, обязательно обжарит шкварки, обжарит внутренний бараний жир, и аромат стоял на весь дом. Жир обязательно должен вытопиться, и шкварки у нас приобретут такой золотистый цвет. Ну вот мы уже видим, что наши шкварки приобретают золотистый цвет. Еще буквально чуть-чуть, и можно убирать с огня. То есть, если их пережарить, то будет горьковатый вкус. А сейчас у нас самое то. Друзья мои, отправим наши шкварки. А сейчас я покажу, для чего мы все-таки жарили муку и делали шурмык. Ну, буквально на пиалу мы можем добавить 2 ложки жареной муки. Обязательно нужно будет все хорошо перемешать. Вкус чая будет великолепный. Можно пробовать? Давайте теперь попробуем чай именно с внутренним бараньим жиром. Возьмем пиалу. Также мы добавим, можно 2 ложки. Кто как любит пожирнее. Это похоже на чай с мясом, друзья. Давайте пробовать. Вкус совершенно другой. Ни с чем не сравнимый. Также советую каждой хозяйке в каждом доме готовить именно калмыцкий чай. Не просто традиционный, а с обжаренной мукой и с бараньим внутренним жиром. Приятного чаепития!